Президент России Владимир Путин включил специалистов сельского хозяйства в список самых востребованных в будущем профессий. Это он отметил в ходе встречи с победителями международных олимпиад в образовательном центре «Сириус» в Сочи. Здравствуйте, с вами программа «Агробизнес», в студии Роза Худина. И сегодня в выпуске. Будущее уже близко. Как на базе Аграрного университета работает инновационная биотехнологическая лаборатория. Более 170 миллиардов рублей дополнительных доходов от молочной отрасли ожидается к 2030 году. Подробнее об этом расскажет гость в студии. И бизнес на селе своими руками. Как пенсионерка из Шаранского района открыла пекарню и снабжает односельчан свежим хлебом из натуральной закваски. Смотрите в сюжете прямо сейчас. Надежда Давлетова 30 лет проработала воспитателем в детском саду. Выйдя на пенсию, решила открыть пекарню. Тогда, 15 лет назад, в Шаран хлеб возили из соседних Кондров и Туймазов. Своего производства не было. Здесь у нас хранятся живые активные дрожжи. Каждый держа по 200 килограмм. Итого, вот посмотрите сколько, 8 держей. Оно постепенно созревает. И только мы на них работаем. В помещении, где сейчас расположено производство, раньше была баня. Перевести его в пекарню было непросто, но все необходимые процедуры выполнены. Сейчас здесь выпекают 8 видов хлеба. Говорят, что используют только натуральные ингредиенты, поэтому хлеб не портится до 10 дней. У нас чисто закваска, вода и мука. Все, никаких консервантов мы не добавляем. Ни добавки, ни улучшителей, ничего у нас нет. Тесто замешивает специальная машина. Справиться с такими объемами человеку вряд ли под силу. Но дальше вся работа выполняется вручную. Для каждой буханки нужно отмерить 750 граммов теста, с чем мастера справляются уже на глаз. Ну, сейчас уже старые руки набитые. На предприятии работает 63 человека. Пока печется хлеб, за соседним столом готовят национальный зурбеляш по индивидуальному заказу. Кроме хлеба и булок, здесь изготавливают 67 наименований кондитерских изделий. Всевозможные пироги, пирожные и, конечно, чак-чак. Сахар, и все. Сахар и вода. Кроме того, открыла Надежда Мурзагареевна и цех замороженных полуфабрикатов. Главный продукт – пельмени, причем ручной лепки. Светлана Георгиевна – формовщик. Каждый день лепит до 15 килограммов пельменей. Берем готовую заготовку. Так. И вот лепим. Очень просто. Вы думаете, это просто, да? Да. А если я вам бракованный пельмень сделаю, куда он пойдет? Ну, съедим. У вас все хорошо получается. Хорошо получается? Да. На самом деле сделать пельмень не так уж сложно. Когда есть заготовка, просто слепляешь края и получается красивый такой, вполне подходящий пельмень. Сейчас пекарня Надежды Давлетовой обеспечивает хлебом не только родное село, но и многие деревни в округе. Только своих магазинов у предпринимательницы 7. 3 в Шаране и 4 в других деревнях и селах. Ну а сейчас вернемся к новостям недели. Государственно-частное партнерство продвигается в стенах Башкирского аграрного университета. Здесь на базе учебного заведения совместно с одним из научно-внедренческим предприятием республики создана инновационная биотехнологическая лаборатория, оснащенная общей стоимостью свыше 1,5 миллиона рублей. Данная лаборатория позволяет проводить научные исследования в области биотехнологии, а также организовывать учебные занятия. Основная цель данной лаборатории заключается также в том, что здесь наши студенты воочию могут представить все микробиологические процессы, которые происходят в почвах, в растениях и так далее. То есть здесь мы можем организовать и совместить теорию с практикой и организовать выход на предприятия, где производят различные препараты, рекомендованные научно-исследовательским предприятием Башинком. Данную лабораторию создали для того, чтобы максимально приблизить учебный процесс с производством. Вот на самом деле теория и практика – это залог подготовки высококвалифицированных специалистов. Здесь студенты своими руками, сами они сеют, наблюдают ростовые процессы, то есть они уже здесь учатся управлять продукционным процессом растений, что очень важно на производстве. Вы для себя какие-то кадры уже присмотрели? Конечно, так вот и со стороны студентов это чувствуется, уже готовы так вот у нас на базе нашего предприятия пройти уже практику.
Ну а будущие специалисты агропромышленного комплекса, кстати, не только осваивают навыки работы с микроскопом, камерами, роботом для фенологических наблюдений, но и при необходимости выходят на связь по видеоселектору с научно-производственным предприятием в режиме онлайн. В научном учебном центре хотим масштабно посеять. Для этого мы здесь работаем с препаратами, сравниваем их с контролем и с какими-то препаратами, и потом это все сеется в производстве. Несколько фермеров республики, объединившись в сельскохозяйственный потребительский кооператив, запустили акцию «Дары осени в подарок». Ее цель – поддержать социально незащищенные слои населения, пенсионеров, малоимущих семей, людей с ограниченными возможностями. Все они имеют возможность получить продукцию фермерских хозяйств совершенно бесплатно. Почему мы хотели организовать? Потому что скоро я тоже буду пенсионером, и у меня родственники тоже пенсионеры. Сложно им получать нормальные продукты, поэтому мы решили такую акцию провести, чтобы социально неимущие люди хорошие продукты поели. Экологически? Экологически чистые, да, на самом деле экологически чистые. Развитие молочной отрасли Башкирии может обеспечить поступление в экономику региона более 170 миллиардов рублей. Об этом на неделе стало известно из утвержденной региональной программы развития молочной отрасли до 2020 года и на период до 2030 года на заседании Президиума правительства Башкирии. Подробнее о ключевых направлениях развития этой отрасли мы поговорим с заместителем министра сельского хозяйства Республики Башкортостан Ревнером Байтуллиным. Здравствуйте, Ревнер Рафитович. Добрый день. Расскажите, в чем суть этой программы? Суть данной программы заключается в том, что она, во-первых, комплексная, и мы понимаем, что реализация данной программы позволит нам увеличить объемы производства молока к 2020 году до уровня 900 тысяч тонн товарного молока, и к уровню 30 года мы должны достичь 1 500 000 тонн товарного молока. В реализации данной программы у нас будут участвовать не только наши сельхозтоваропроизводители, но и те инвесторы, которые будут заходить в нашу молочную отрасль. Почему к нам будут заходить молочные инвесторы? Потому что комплексная программа, она позволит участвующим в данной программе предприятиям просчитывать на долгие годы вперед те ассигнования, которые они вкладывают в данную отрасль, и те субсидии, которые они получат, вложив эти средства. Поэтому наши инвесторы и наши сельхозтоваропроизводители за многие лет вперед могут знать, какие деньги они получат обратно. Вы отметили, что программа комплексная. Какие направления ключевые в ней? Комплексная программа, здесь заключены все направления. Тема она и привлекательная. Здесь субсидироваться будет направление – это строительство, направление приобретения оборудования, приобретение скота, также льготное кредитование. Поэтому все направления здесь учтены в данной программе, и поэтому она инвестиционно привлекательна. Но каждого потребителя интересует, изменятся ли цены на молоко в будущем? Какие прогнозы у Минсельхоза? По ценам, да, это очень, скажем так, болезненная тема. Как мы помним, в прошлом году цены у нас обрушились вследствие того, что было завезено очень много сухого молока. На сегодня мы можем сказать, что цены у нас стали выше в сравнении с предыдущими месяцами. Сегодня цена в среднем по республике на уровне от 15 до 19 рублей. Все в зависимости от тех объемов, которые предлагают производители. Но основное, из-за чего мы смогли сохранить и увеличить, во-первых, цену на реализуемую продукцию, это заключается в том, что мы смогли сохранить поголовье, которое у нас есть сельхозтоваропроизводителей. А сохранение сельхозпроизводителям поголовья произошло из-за того, что главой республики было принято решение правительством о субсидировании сельхозтоваропроизводителей за реализованное молоко в счет недополученных доходов из-за уменьшения закупочных цен и также и увеличения цены на ГЦМ. За предыдущий период, за 6 месяцев, было получено более 800 миллионов субсидий сельхозтоваропроизводителями, что позволило, во-первых, сохранить поголовье, о чем я говорил, и заинтересованным быть в дальнейшем производстве молока. Они понимают, что они не останутся одни на один с теми, как говорится,
условиями, которые перед ними стали. Ну а вот сами производители и переработчики на сегодняшний день договорились как-то по долгосрочным контрактам на перспективу? На сегодня подписаны долгосрочные контракты многими сельхозтоваропроизводителями и переработчиками, потому что понимают и как переработчики, и также сельхозтоваропроизводители, что вот эти скачки цен, они никому не нужны. Угу. Хорошо. А вот сырьевая база на сегодняшний день какова у нас? Сырьевая база, если взять в целом, наша республика является лидером в Российской Федерации и Приволжском федеральном округе, так же, как и Республика Татарстан. Мы производим более 1 миллиона 700 тысяч тонн молока. В товарном исчислении это 715 тысяч тонн молока. И сырье данного производят это более 1000 сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств. И также наши личные подворные хозяйства, более 200 тысяч. Угу. Если говорить в целом о животноводстве, какие итоги можете подвести вот на сегодняшний день? На сегодняшний день по итогам 8 месяцев мы можем сказать, что по производству молока, раз мы, как говорится, этот вопрос сейчас обсуждаем, мы увеличили объемы производства молока, товарного молока к уровню прошлого года, что... Здесь мы уже говорили, за счет чего? За счет того, что мы смогли сохранить поголовье, за счет того, что мы получили субсидии, за счет того, что правительством было принято данное решение. По производству мяса были небольшие, скажем так, отклонения в начале года, но сейчас идет наращивание производства, и мы думаем, что к концу года мы достигнем, как говорится, результатов, которые будут выше, чем в прошлом году. Спасибо. Спасибо. А я напоминаю, о развитии молочной отрасли в регионе мы говорили с заместителем министра сельского хозяйства Республики Башкортостан Ревнером Байтуллиным. Ну и на этом сегодня все. Если хотите быть в курсе новостей агропромышленной отрасли, смотрите программу «Агробизнес» еженедельно на телеканале «Россия-24». До свидания.